Okay, continuing our seminar. Итак, продолжаем наш семинар. Shloka 34. 34 шлока. Я с уверенностью заявляю, что тот, кто во время паломничества с преданностью созерцает благоприятное, чистое растение Шримати Туласи Деви, быстро обретает результат этого паломничества по милости Господа Хари. Я спросил, чьи слова? Говорит, ну кто-то, это мудрец. 35 стих. Ананта, Господь всего мира, отвергает ароматные цветы, такие как мандара, китайская роза, кунда, разновидность жасмина и лотос, но с радостью принимает даже сухие листья Шримати Туласи Деви, которые полны благоприятных качеств и обеспечивают разрушение множества грехов. Это значит, что вы можете в любое время пользоваться сухими листиками тулси. Дело в том, что даже если у вас вообще нет листиков тулси, у вас может быть сухая веточка тулси. Или вы можете называть ее имена. Этого достаточно. Подобно тому, что Господь находится в сердце каждого, точно так же тулси. Поэтому вы можете думать о ней в любое время и воспользоваться этим в любое время. Здесь описывается много аспектов, касающихся Туласи Деви. 36 стих. Шримати Туласи Деви своей способностью очищать напоминает яму, источающую нектар бессмертия. Поистине, она дорога Господу Нарахари, который непрестанно собирает богатство тех, кто по причине. This means that nobody should uproot her. Она дорога Господу Нарахари, который непрестанно забирает богатство тех, кто по причине невежества вырывает Шримати Туласи Деви с корнем и бросает на землю. Basically, it means you cannot uproot her. Это значит, что нельзя вырывать Туласи Деви. In some places, like in Mayapur, the gardeners they do that. В некоторых местах, например, в Майяпуре, садовники делают это. So we sent this shloka to the devotees to tell the gardeners. И мы послали эти стихи преданным, чтобы они довели это до сведения садовников. You can take her out and put her somewhere else. Вы можете ее как бы выкопать и пересадить в другое место, but you cannot uproot her. Но нельзя вырывать. 37. 37 стих. Господь Хари быстро забирает богатство тех чрезвычайно греховных людей, которые мочатся, испражняются или оставляют мусор у корней Шримати Туласи Деви, обители полубогов. So you should avoid any dirt that contains human stool composted in it. Поэтому, когда вы пересаживаете Туласи Деви, вы должны убедиться, что в почве, в которой вы сажаете Туласи Деви, нету остатков человеческих экскрементов. Sometimes, in warm climates in the world, иногда в жарких странах, when one is traveling especially, особенно когда человек путешествует, then sometimes you stop in the countryside to pass urine. Бывает так, что по дороге останавливаетесь, чтобы там пописать. You should make sure there's no tulsi where you're passing. Поэтому, прежде чем приступить к действию, посмотрите внимательно, чтобы там не оказалось случайно Туласи Деви. Because sometimes she's growing in many places. Поскольку она там может расти просто в лесу. 38-39. О Шримати Туласи Деви, поклоны тебе, я собираю твои листья для поклонения Господу Нараяну, потому что без тебя, Шримати Туласи Деви, даже цветы париджата и сандаловые пасты не могут удовлетворить его.
О святая, без тебя, Шримати Тулси Деви, любое действие не приносит результата. It's also mentioned that one should offer wood paste ground on a sandalwood stone, grinding stone, to the deities. Да, говорится, что необходимо украшать божества пастой, сделанной из древесины Тулси Деви, подобно тому, как делают пасту из сандаловой. So what you do is you remove the bark. А что нужно сделать? Нужно взять сухую веточку тулси, удалить с нее кору. Because it is the bark and the stick that makes the paste splotchy. Поскольку если этого не сделать, то кора сделает пасту грубой. When you decorate the deity, your decoration is going to look lousy. И если вы будете этой пастой украшать божества, то украшение будет, орнамент этого будет выглядеть не очень здорово. So in order to make sure the paste is okay, и чтобы паста была хорошей, then you take the bark and you use it in kiwis. Нужно снять сначала с веточки тулси кору, и эту кору потом можно будет использовать, помещая ее в фитильки. And Padma Purana says that lamp that has tulsi in it becomes 1,000. В Падма Пуране говорится, что лампадка, в которой фитилек, в которой присутствует есть листик тулси, то предложение ее приравнивается к предложению 1000 лампадок. Skanda Purana says it becomes 1 million. А в Сканда Пуране говорится, что это даже равно 1 миллиону лампадок. The bottom line is that it's better than one. В любом случае, такая лампадка, она становится больше, чем одной. So you got something. Something is better than nothing. Другими словами, вы получаете какое-то дополнительное благо, что-то лучше, чем ничего. Another interesting thing is offering tulsi paste to the deities. Еще одна очень интересная вещь, когда вы предлагаете тулси пасту божествам. And it says if you don't do that, you can't call yourself a devotee. И говорится в одном месте, что если вы не украшаете божество пастой из древесины тулси, то вы вообще и не преданные. Довольно серьезное утверждение. We should offer that paste. That paste is much better than offering sandalwood paste or any other paste. Мы должны предлагать божеству такую пасту, это гораздо лучше, чем сандаловая паста или какая-нибудь другая паста. Now sandalwood paste is good in India during the blazing hot season. И сандаловая паста, она хороша в Индии, когда там стоят очень жаркие дни, Like right now. как сейчас. It's really hot. It's not hot here, but it's hot there. Там ужасная жара. Здесь, может быть, такой жары нет, но там просто ужас. My friends from Dubai yesterday said, it's 45 degrees here. How hot is it there? And I said, it's 19. Мой друг в Бомбее сказал, у нас тут 45 градусов жары, а как там у вас? Я говорю, у нас 19, а тут поправляю, на самом деле 16. Of course, in Dubai it's quite nice in the winter, but here it's freezing, you know. Зато, говорит, в Дубае очень хорошая зима, а здесь дубак ужасный. Okay, 40-42. 40-42. О богине Шримати Тулси Деви, в этом причина того, что я собираю твои листья. О защитнице Вселенной, исполни мое желание, прости меня за причинение боли твоему сердцу во время сбора твоих листьев. О Шримати Тулси Деви, я предлагаю тебе свои поклоны. О лучший из брахманов, преданный Господа, Вишну, сложив ладони, повторяет эти молитвы и хлопнув дважды собирает листья таким образом, чтобы не трясти ее ветки. In the Vishnu Smriti it says, Karatala Triumdatva, clap your hands 3 times. А в Вишну Смрити говорится, что прежде чем собирать листья с тулси, нужно хлопнуть 3 раза. So when you hear that, should 2 or 3, what's going on? И преданные сразу же начнут, у них мозги станут колом, и они начнут думать, сколько же хлопать, 2 или 3 раза. Well, minimum 2, 3 is good. Ну, минимум нужно 2 раза хлопнуть, а 3 это уже здорово. That's what it means basically. Вот в этом смысл. 43. Господь Вишну, господин Шримати Тулси Деви, испытывает боль, когда ломается ветка растения Шримати Тулси Деви во время сбора ее листьев. You mentioned that to offer tulsi wood if you don't have tulsi.
И мы уже говорили, что можно использовать сухую веточку тулси, если нет листьев тулси. Or invoke her name. Или же призвать ее имя. So in the purport of Shloka 42, we describe it. И в комментариях к 42 стиху мы об этом говорим. Okay. Now, the Supreme Lord feels pain when Tulsi's branch is broken. И Верховный Господь чувствует боль, когда ломают ветви тулси. I remember in the early days that if you accidentally broke a branch, И я помню, когда в ранние дни, когда случайно кто-то обламывал веточку, half broken, it's like almost broken, but not quite. ну, надламывал веточку, не совсем отламывал ее, она так почти была отломана, но не совсем. We used to tie it with string or blue tack or beeswax, something, Обычно мы старались как-то какую-нибудь веревочку привязать, либо ленточкой, либо использовать воск. And in the course of the week, we would watch that branch, make sure it healed. И в течение где-то какого-то времени наблюдали, прижилась веточка или нет. And we were sad when it didn't heal. И когда мы очень огорчались, когда веточка не прижилась. The verse is not a loophole, not a way to get out of trouble. Но это стих, он говорит не так. Loophole means, it's not an excuse. Loophole means it's not an excuse. Вот. И эта шлока, она не должна нам служить как бы оправданием. Basically, it is not what we did wrong. What are we going to do going forward? К тому, чтобы не ухаживать за Тулси Деви, поскольку смысл не в том, что мы делаем неправильно, в чем мы ошибаемся, а смысл в том, каковы наши намерения, что мы собираемся делать в будущем. Luckily for us, she is actually transcendental to her body. К счастью для нас, Тулси трансцендентна по отношению к своему телу материальному. There's plenty of ignorance, in trying to take care of her. Когда в уходе за ней бедные проявляют очень сильное невежество. For some persons, Tulsi was the first plant they ever saw. У многих преданных Тулси это первое растение, которое они видели в жизни. What to speak of how to take care of it. А что же говорить о том, как о нем заботиться? So she's just trying to help him out. So she accepts whatever misery we throw on her, basically. Вот она просто старается помочь преданным и терпит те страдания, которые они ее погружают. Just like in the 1950s, there was some, actor talking to an actress. God, you had to bring the potatoes, Как в 50-е годы один актер говорил актрисе: «О, Господи, если у человека нет мозгов, это опасно». So, ignorance is the norm in Kali Yuga. В Кали-югу невежество это в порядке вещей. If somebody's smart and knows how to take care of her, be surprised. Но если кто-то достаточно разумен, чтобы как следует заботиться о Тулси Деви, тогда вот можно удивиться. We're actually going to try to give you information so that you invest your time and energy in effective ways for her. Но мы стараемся предоставить преданным информацию, чтобы они могли тратить свою энергию и средства эффективно в служении ей. I've got something to give you. У меня есть что-то для вас. At the end of the seminar. В конце семинара мы покажем. Now, 45 стих. Тот, кто поклоняется Господу Ачути, предлагая нежные листья Шримати Тулси Деви, быстро обретает все, чего только пожелает в своем сердце. Now it's very interesting that Shastra says that she'll fulfill your desire. Интересно, в Шастре говорится, что она исполняет желание. When? Когда? We would like it early, but she says we'll deal with it. Мы хотели бы, чтобы побыстрее, но она говорит, я об этом позабочусь. It means when she's ready to give it. Все зависит от того, когда она будет готова нам дать. Not when we're ready. А не когда мы готовы. When she's ready. Когда она будет готова нам дать. And it also means continue to take shelter of her, continue to think of her. Это также означает, что мы должны постоянно думать о ней и постоянно принимать в ней прибежище. And be patient.
и быть терпеливыми. This is the last shloka, this section dealing with Tulsi. И это последняя шлока, которая относится к секции, посвященной Туласи. Now we're going to describe the Datri plant. А сейчас мы будем рассказывать о растении датри. Datri is Amalaki. Датри означает Амалаки. And it's a big eye-opener for a lot of devotees. И это, я думаю, откроет глаза многим преданным на это растение. It's just as good as keeping Tulsi. И выращивать дерево Амалака настолько же приносит такое же благо, как выращивать Туласи. Итак, 46 стих. Джаймини Муни, ученик Шилы Вьясадева, сказал: «О лучший из браманов, я хочу знать, какое есть дерево, которое наиболее подобно Шримати Тулси Деви. О сын Сатьявати Вьясадева, пожалуйста, скажи мне об этом». Very surprising stuff. Удивительные. 47-я шлока. Вьясадева ответил: «О Брамана, так же, как и Шримати Тулси Деви, дерево Дхатри, разрушающее все грехи, всегда очень дорого Господу Вишну». So in shlokas 47 through 67, Srila Vyasadeva talks about this tree. И со шлоки 47 по 67 Вьясадева рассказывает об этом дереве. This is what it looks like. Вот так вот выглядит. Note that this fruit is actually about 2 centimeters across. Ну, этот плод, он в диаметре где-то 2 сантиметра. It's big, you know. If it's got water, that fruit is big. И если достаточно воды, то он довольно большой, может 3 сантиметра. Yeah. Does it have some Latin name to it? Yeah, Latin name is. На латыни это звучит так. It's Emblica officinalis or Emblica phytolais or something. Emblica, something like that. It's also known in English Indian gooseberry. На английском он известен Indian gooseberry in English. как индийский крыжовник. It doesn't grow in warm climates. It doesn't grow outside in warm climates. It grows outside in warm climates. It doesn't grow outside in here. Ну, в теплых, жарких странах он растет прямо на улице, а здесь, соответственно, не растет на улице. Before I came to Lithuania, I was in Slovenia. Прежде чем приехать в Литву, я был в Словении. And a devotee looked at this photo and goes, "Oh, I got a tree like that," you know. И преданный там увидел это изображение и сказал: «О, у меня есть такое дерево». But when he brought me the fruit, it was something else. Но когда он принес плод с этого дерева, это было что-то другое. So there is a joke. If you haven't seen your sister in 40 years, you can Google and get her on Facebook. Ну вот, есть шутка: если вы не видели свою сестру уже в течение 30 лет, берите ее имя в Гугле и вы найдете ее имя в Фейсбуке. It means you can Google for anything and get it, you know. Вы можете задать любой вопрос Гуглю, и он даст вам ответ. And 90% of the time, you'll get it. И в 99% случаев вы получаете You ответ. may have to play with it a little bit, but you'll get it. Может быть, вам нужно чуть там подкорректировать запрос, как вопрос составить, но вы получите желаемое. So it turns out she grows outside in zone number 10. И это растение, оно может свободно расти на улице, в открытом грунте, в 10-й зоне. This means in Europe, this means southern Greece, southern Italy, southern Spain, like that. Это значит, что в Европе это юг Греции, Испании и Италии. What this means for you, Что это для вас значит? it means in the summertime, contract with some nursery down there. Что вы можете летом обратиться в какой-нибудь то есть питомник растений. And they can send a little plant, you know, with a little bit of mud around the roots. If they send it to you in the mail. И они могут, в принципе, вам прислать это растение по почте. With the mud inside. С почвой там вокруг корней. Then in the summertime, maybe your plant will live.
И летом оно, может быть, будет у вас хорошо цвести. And you'll have to keep it inside next to your tulsi. Вот, и его нужно выращивать рядом с туласи. Note that, well, Datri, just like tulsi, it needs warm climate. We're talking about, 23 to 25 centigrade. Вот, и этому растению датри требуется теплый климат, теплая большая температура, может быть минимум 23-25 градусов. Only if you get a big tree. Только если вы раздобудете большое дерево. About as high as those green things, those green flaps. Высотой вот с эту стену пластиковую зеленую. You might get fruits. Только в этом случае оно будет давать вам плоды. People that keep her in pots indoors. Но те, кто держит глубокое домашнее растение в горшке, they're only going to get leaves. Единственное, что они получат, это листья. So I'm doing research on how to use the leaves in puja. И я провожу исследования, каким образом можно использовать эти листья в пуджа. So far I've found different things. We have a lot more research to do. У меня уже есть что-то, я что-то нашел, но еще впереди стоит большая работа. Plus it's good. We're working on making necklaces of them. А также мы работаем, чтобы выяснить, как делать из них бусы. Now, this, when you wear a necklace of this, когда вы носите бусы из дерева датри, it makes you very subtle. Это делает вас более таким тонким. You can perceive things very subtly. Вы можете воспринимать многие тонкие вещи. Rupa Goswami had one on his chest. Рупа Госвами носил одни такие бусы. This means it's fallen out of vogue in the last 450 years. Это значит, что эта традиция как-то была утрачена на протяжении последних 450 лет. Probably devotees are worse off for it also. Worse off for it. They're less subtle. They're worse off for it. Вот, и возможно, что преданные стали менее утонченными. So we'll continue on, 48. Итак, продолжаем. 48 стих. «О лучший из браманов, те же полубоги, что живут в растении Шримати Туласи Деви, также присутствует дерево Амалаки». Interesting. So it means that whatever you get from Tulsi, you can get from Datri. Да, другими словами, все, что можете получить от Тулси, вы можете получить и от Датри. Devotees should love both. That's what it means. Это значит, что преданные должны с любовью относиться к обеим деревьям. Just like you keep Tulsi indoors and keep it well, you can keep Datri also. Подобно тому, как вы выращиваете у себя дома Тулси, вы можете точно так же выращивать и дерево Амалаки. Так, 49 стих. «О лучшие из браманов, святые места, такие как Ганга, присутствуют там, где находится чистое дерево Датри, которое очень дорого Господу Вишну». Interesting. Holy places are there. Очень интересно, там, где присутствует это растение, там находятся святые места. Shloka 50. Так, 50-я шлока. Благоприятные или неблагоприятные действия людей, выполненные у корней Амалаки, становятся поистине неистощимыми, о Брамана. The idea of it is a devotee is ready for whatever slaps you in the face. Смысл в том, что преданные готовы к любому удару судьбы. I only get the karma I deserve. Я получаю ту карму, которую я заслуживаю. I only get the slaps I deserve. Я получаю только те пинки, которые заслуживаю. And whatever's going to come, let it come. It's going to come anyway, И что должно прийти, пусть приходит, поскольку все равно это случится. And not only that, whatever comes is probably reduced. Ну, и не только это, но, скорее всего, все неприятности, которые к нам приходят, скорее всего, они приходят к нам в уменьшенной форме. If you get a reduced sentence, a reduced, slap, Если вы получаете смягченный удар, then it's not so hard to take, тогда его гораздо легче пережить. I only get the slaps I deserve, Я получаю только те оплеухи, которые заслуживаю. Okay, here's another slap. Тот, кто поклоняется...
Тот, кто поклоняется Господу Хари чистыми, свежими листьями датри, освобождается от множества грехов, достигает освобождения саюджья, слияния с Господом Вишну. You know, devotees are not interested in that. Вообще, да, преданных это не сильно интересует, But other people are. но есть люди, которым это вполне нравится. And the verse is to attract them to do something. И этот стих помещен сюда для того, чтобы их чем-то привлечь. Blind uncle is better than no uncle. Something is better than nothing. Do something. В конце концов, слепой дядя лучше, чем никакого, хоть что-нибудь пусть человек сделает. Get off your rear and get moving. Итак, оторвись от дивана и начни что-нибудь делать. The idea of it is that laziness is the motive of ignorance. Лень – это кона невежества. Passion is the next thing. Следующая ступень – это страсть. Get moving. Ну, давай, начни что-нибудь And делать. then later on, Tulsi says, Затем Тулси делает, she says it's not enough. You know, it's not enough. она говорит, ну, недостаточно того, что ты делаешь, недостаточно. Now you have to be in the mood of goodness. Давай, теперь ты должен подняться в гуну благости. It's not good enough. You have to become pure now. Нет, и этого уже недостаточно, ты должен стать еще чище. And then she reminds you want Krishna and Radha like this? И она напоминает, ты же хотел Кришну и Гураму таким образом, да? That's her plan. Вот это, таковы ее планы. Bhagavatam says the same thing. Бхагаватам говорит о том же. First Canto, chapter 2, verse 18 through 22. Шримад Бхагаватам 1, 2 и стихи с 18 по 22. So, it's not surprising she does the same strategy. И поэтому неудивительно, что Тулси Деви поступает таким же образом. Basically, it's one mind and two bodies, you know? Это значит, что одна душа, двух тела. She's a very chaste spouse of the Lord. Она очень целомудренная супруга Господа. It's not surprising. Поэтому неудивительно, что она действует так же. Whatever Krishna's strategy is her strategy too. Как бы не действовал Кришна, она действует точно так же. In fact, she does it sometimes more compassionately than Krishna does it. И на самом деле она зачастую действует с большим состраданием, нежели Кришна. Так, 52-й. О Джанамини, место, где нет Шримати Тулси Деви, нет ни Шримати Тулси Деви, ни дерева датри, ни чисто. Действия, выполняемые там, не приносят результата. This is in saintly places, hermitages, ashramas, Ну hermitages. да, это вот говорится о святых местах, там, таких хижинах, ашрамах. In warm places, they grow this there. И в теплом климате они растут прямо на улице, эти деревья. And it's not surprising Это неудивительно, that we see it growing a lot in warm places. что мы можем видеть их растущими повсюду в жарких странах. One place that was dedicated to health in South India, I saw an avalaki tree growing right there. И в местах, где вот посвященные здоровью, я видел там по множеству растут деревья. Бесплодная деятельность, совершаемая в том жилище отшельника, бесплодная деятельность, совершаемая в том жилище отшельника, и нет несущих благо Шримати Тулси Деви или дерева Даты. 54. О Брахман, тот, в чьем доме нет растений Шримати Тулси Деви и Датри, страдает от нищеты, всевозможных грехов и ссор. This is why householders kept these two trees in their house. Вот именно поэтому семейные люди должны у себя дома держать эти деревья. I was asking different pundits why they kept they have a tulsi on a raised platform outside the house in warm climates. Я спрашивал пандитов, почему семейные люди держат Тулси Деви во дворе на постаменте перед входом в дом. The air blowing across Tulsi purifies the house. И я спрашивал, значит ли это, что ветер, который проходит через Тулси Деви и залетает домой, он очищает дом? When you see Tulsi Devi and offer her respects, and you go inside the house, you're going to quarrel less with the people there. И человек, когда он подходит в дом, приносит поклоны, Шримати Тулси Деви входит в дом, то тогда меньше ссор возникает. And Tulsi Devi is not a poor girl.
So if you take care of her, she'll make sure you have enough money. И Тулси Деви, она не беспреданница, если вы служите ей, будьте уверены, у вас будет достаточно денег. It takes a lot of faith. It's a leap of faith. Все, что требуется, это ваша вера. Just like I talk a lot in northern climates about keeping a lamp on Tulsi. Я уже 100 раз говорил, что в холодном климате для Тулси необходима хорошая лампа. And at the end of the seminar, we're going to show you some things. И в конце семинара мы покажем вам, дадим вам информацию по лампам, которые нужны для Тулси. In some places, it's really expensive. В некоторых местах это стоит немало. I mean, Lithuania is nothing compared to some places in like UK, you know. То есть в Литве по сравнению там, с Англией эти лампы стоят копейки. In UK, they got bills on top of their bills. Поскольку в Соединенном Королевстве там жизнь очень дорогая. They say they have value-added tax on air out there. Value-added tax on breathing. You're in UK. Говорится, что в Англии там даже на воздух есть налоги. Real expensive. Очень дорогая жизнь. So I was in the countryside in the UK. Но если вы живете в сельской местности, talking about get a lamp for your Tulsi. И говорите, купите для вашей Тулси лампу. And then the lady goes, how am I going to convince my husband about this expenditure? И даже она думает, Господи, а как же мне мужу с какой стороны подойти, чтобы он позволил купить такую лампу? I said, put a donation box in front of your Tulsi. Я сказал ей, что вот поставь перед Тулси ящик для пожертвования. And when you see Tulsi, offer obeisances and put one coin in the slot. И каждый раз, когда ты видишь Тулси, приноси поклоны и кидай туда монетку однофунтовую. You know, 1 British pound. Один английский фунт стерлинга. And then at the end of 180 days, you got enough money for your lamp. There you are. И вот через 180 дней у тебя будет достаточно денег, чтобы купить лампочку. Then at the end of 7 months, И вот в конце 6 months later, we get the lamp. So 7 months later. Итак, через 7 месяцев после нашего разговора she says, we got business opportunities we never saw. Money flying in every direction, business opportunity in every direction. она мне написала, что вот деньги валятся со всех сторон, открываются нам перспективы для бизнеса. I said, see, I told you, she's not a poor girl. She'll take care of it. И я ей отписал, что, вот видишь, я же тебе говорю, что она не беспреданница, что она за все заплатит. It's a leap of faith. What she's doing is seeing your intention. A leap of faith. She's seeing your intention. Вот, и все, что от вас требуется, это немного веры, она лишь проверяет ваши намерения. It's called in Sanskrit pariksha, observance. На санскрите это называется парикша или наблюдение. The spiritual master tests, Tulsi Devi tests, Krishna's testing. Все нас проверяют. Духовный учитель нас испытывает, Тулси Деви испытывает, Кришна нас испытывает. What is your mood? Что у тебя там в голове творится? What is your overall mentality? Чего ты хочешь? Once your mentality is proven to be serious, then she'll be serious. Если ваше намерение серьезно, то она тоже будет серьезной. She's not a poor girl at all. У нее денег достаточно. Whatever you spend on her is nothing for her. Все те средства, которые вы на нее тратите, для нее это просто копейки. I did a shrine in Vrindavan for her. Я построил для нее часовню в Вриндаване. I never spent so much money in my life. В моей жизни никогда не видел столько денег. It was like, it cost me $34,000. Это стоило мне $34,000. She did it in 3 years. И она дала мне это в течение 3 More лет. beautiful beyond my dreams. И это самое прекрасное здание, которое я даже представить себе не мог. When I was doing it, we had some construction problems. И когда мы строили, у нас были определенные трудности. And she comes in the heart, do it like this, do it like that. И она мне приходила и говорила сердце, делай так, делай это. She's not a bad engineer at all. She gets it done. Она совсем неплохой инженер оказалась.
She can help you get it done. And it was brilliant. Well, that was brilliant. Why didn't you think of that? И она все мне подсказывала такие замечательные вещи. She was waiting for you to take shelter. Ronnie, how do you take care of this? She'll take care of it. И она лишь ждет, когда вы будете искать у нее прибежище. И когда вы у нее попросите прибежище, она его даст. She's not a poor girl, and she's not a stupid girl either. She's very smart. Она не глупа и не бедна. 56. Все полубоги обитают там, где растет Шимати Тулси или Датри, в то время как все грехи множатся там, где нет листьев ни Шимати Тулси ни Датри. This means that not only you should keep Tulsi and Datri in your house. Это значит, что не только в вашем доме должны быть эти растения Тулси и Датри. Maybe your relatives should keep Tulsi and Datri in their house. Еще может быть, что они должны быть также и в домах ваших родственников. You only give Tulsi plants to devotees. Но растения Тулси вы можете давать только преданным. You can give seeds to anybody. Но семена Тулси вы можете давать кому угодно. Prabhupada said that if she sprouts, who were we to tell her no, you cannot go there? Шрила Прабхупада говорит, что если Тулси у кого-то прорастет, то кто мы такие, чтобы говорить ей, ты не должна здесь расти. Okay, 57. 57 стих. Господь Вишну вместе с богиней Лакшми обитает в теле того мудрого человека, который носит сокрушающие грехи и клятвы из потока Датри. So we were telling you about it. Мы говорили вам об этом. So here it is. Вот оно выглядит таким образом. It's under manufacture right now. И сейчас we're manufacturing them. We're making them in Bali. We're manufacturing them. И вот сейчас на Бали мы открыли производство этих бус. And we're trying to make them in 5 kinds of metals. И мы выпускаем их в 5 разновидностях, обрамленными 5 разными металлами. We have silver. Это из серебра. German silver. Какого-то немецкого серебра. German silver means it's mixed with stuff. Немецкое серебро это типа самоварного золота, смешанное с золотом и так далее. And then there's brass. Также из бронзы. Then copper. Из меди. And stainless steel. И нержавеющей стали. And we're trying to make it in such a way the seed will not fall out. И мы пытаемся сделать таким образом, чтобы семена не выпадали. This is an old picture. Это вот старая фотография. By, I think on the 24th, I'll probably have the new one. 24th of July, I'll get the new one. И где-то вот я думаю, что где-то 24 июля у меня будет новая фотография. And then we'll update it. И мы обновим это. The idea of it is to have 54 beads on the neck. Смысл в том, что это геля, то есть это как бусы, состоит из 54 бусин. So these are the seeds of the fruit. Это семена плода. And there's products, byproducts. Есть как бы побочные продукты. You have dry fruit. Есть сухие плоды. And sometimes they make jam out of the fruit. Иногда из этих плодов делают варенье. You can import that. Indian stores you can get that. И вы можете приобрести это в индийских магазинах. You should definitely do that. И я думаю, что стоит это сделать. 58. 58 стих. See, the thing about it is the necklace was out of vogue for the last 450 years or so. Но смысл в том, что вот такие бусы уже преданные не носят в течение, может, 450 лет. So we have to reinvent the wheel all over again. Поэтому мы заново должны изобрести колесо. It's going to take us a while. И это займет, скорее всего, какое-то время. We'll do it, but it'll take us a while. Мы этим будем заниматься, но какое-то время на это уйдет. Все полубоги живут в теле того разумного человека, кто носит бусы из древесины Дхатри.
Of course, you know, if you're in warm climate, you'll get Datri wood. Разумеется, если вы в теплом климате, тогда вы сможете раздобыть древесину. So this was written for India warm climates. You know? И эта шастра предназначалась для теплого климата Индии. Just like in India right now, it's like 45 centigrade, you know. Как в Индии сейчас плюс 45. At 50 centigrade, the widows of Vrindavan die. The widows. Old babushkas. Когда по Вриндаване плюс 50, вдовы умирают. 59. You probably never saw that heat before. Don't go to Vrindavan and live now. They go in Kartika, go to Purnima. At that time it's warm. At that time it's cool a little bit. Поэтому в такое время лучше не ездить в Вриндаван, лучше ездить во время Пурнимы или Картика. They say winter does not make a Vrajavasi, the summer does. Есть пословица, что зима не делает человека Враджаваси, а вот лето делает. It's intense. The summer is blazing. Лето во Вриндаване очень суровая пора. 59 стих. Вся благоприятная или неблагоприятная работа, носящего вкусы из плодов Датри, считается неистощимой. So, like I said, the devotees are truthful. Как я говорил, преданные правдивы. We're ready to take whatever comes our way because it's reduced. Мы готовы принять все, что нам положено, поскольку это еще и в уменьшенной форме. Я спросил, тут неистощимо, значит, что если человек носит эти вкусы и делает какие-нибудь гадости, то он получит там гораздо больше неприятностей, когда он делает эти гадости. Most devotees are, you know, the point is that the pros outweigh the cons. Ну, на самом деле, конечно, нету за, чтобы не было против. You get more benefit than you're getting slapped, so hey, you know. Но вы же получаете много блага, если вы носите. Ну, конечно, больше там пинков, ну, что поделать. I mean, if you're winning, then why complain, you know? If you're winning, why complain? Но если в конце концов баланс оказывается положительным, то что вам жаловаться? I mean, sometimes you get a slap, big deal, you get a slap, you know. Ну, иногда вам дадут в ухо. Какая ерунда. Children cannot say to the parents, only sweets, no slaps, you know. Разумеется, дети не могут требовать от родителей, давайте мне только конфеты и никогда не ставьте Бога. So where are we now? Да, 60-е. Все грехи уничтожаются в теле съевшего плод Датри. Такой человек познает все истины. Совсем неплохо. It's a Datri food. This means that you should daily keep stock. Это значит, что у вас должен быть запас дома. And I mentioned that. Keep stock of the dry and the jam in your house. Вот, я уже говорил, что можно сухие плоды у себя хранить или еще лучше варенье. You won't get fruits unless you get the big, huge tree. Но на самом деле вряд ли у вас дома появятся плоды дерева, поскольку оно должно быть высотой метра 4-5. Maybe botanical garden might have a big tree, but how big, who knows? Но может быть, вы, конечно, если обтрясете дерево в ботаническом саду, вы сможете там собрать какое-то количество этих плодов, но вряд ли много. Not in somebody's backyard, that's for sure. Но вы вряд ли сможете собрать плоды у себя в дворике. Итак, 61 стих. «Лучший из браманов, послушай, я расскажу о великой, сокрушающей все грехи, славе ношения вкусов плодов Датри». So this gives different shlokas of how that's good for. И здесь приводятся несколько стихов, которые говорят о благе, которые приносят ношение гирлянды. And it's not a small amount. И этих шлок немало.
Oh, another interesting thing here. Now, in warm places like Mayapur, Vrindavan, to keep a tulsi forest is common. Warm climates. Yeah, I like to keep a tulsi forest. Вот, и в таких местах, как Майапур, Вриндаван, можно выращивать целый лес тулси. So they have profuse tulsi gardens. И тогда будет много делать гирлянды из тулси. Not like here. Не то, что здесь. So then you think, well, we got so much, what are we going to do with it? И когда у вас много таких гирлянд тулси, листов тулси, что с ними делать? So we mentioned that, generally speaking, in puja, И мы уже говорили, что при пудже you don't give it to Shakti Tattva. вы не можете... Shakti Tattva means Radharani, Subhadra. You don't give it to them. Что вы не можете предлагать листья тулси Шакти Татве. But there's a way around. Но есть способы, как обойти это правило. Just like if you can't get it this way, you got to get it this way. Если вы не можете, так сказать, почесать правую руку правой рукой, тогда нужно делать это левой. So, like for example, you take it, touch it to Subhadra Devi's hand, put it on Balarama's neck. Take it off Balarama's neck, put it back on Subhadra. Both of them will be happy. Вот, вы берете гирлянду из тулси и кладете в руки Субхадри, как бы предлагая ее Балараме. Потом Балараме надеваете, снимаете и даете в руки Субхадри. И все счастливы, Баларама и Субхадра. Same thing. Touch it to Radharani's hand, put it on Krishna's neck. Take it off Krishna's neck, put it on Radharani's neck. Both of them will be happy. То есть это точно так же, прикасаетесь к гирлянду из тулси в руке Радхарани, надеваете гирлянду на шею Кришны, потом берете ее с шеи Кришны, снимаете и вешаете на руку Тулси Деви. Touch another one, Radharani's hand, put it on Krishna's neck. Touch another Tulsi, Radharani's hand, put it on Krishna's neck. И то же самое делаете со следующей гирляндой из тулси. You're going to have to explain it to the public, but you can't get away with it, Ну вот, конечно, то, что вы делаете, нужно будет людям объяснять, но, в принципе, так можно делать. 62 стих. Даже если так случилось, по божественному провидению, что он, носящий такие бусы из Пересила Шимати Тулси Деви, на руке и на шее, особенно бусы из Амалаки, умирает в месте кремации, то он все равно, несомненно, получает такое благо, как будто умер возле Ганги. Not bad. Совсем неплохо. 63. Видя этого человека, носящего такое ожерелье, грешники немедленно освобождаются из прочнейших ловушек своих грехов, даже тех, что накоплены за многие миллионы предыдущих жизней. Gee, it's preaching. Not only you're purified by wearing such a necklace, but people who see you are. Это проповедь. Не только вы очищаетесь, но и те, кто вас видит, тоже. That's what the tilak is meant for. Именно для этого также назначена тилака. Tilak means he who sees them remembers Lord Vishnu. То есть тот, кто видит человека с тилакой, он вспоминает Господа Вишну. So in some places you see it. В некоторых местах вы можете видеть. 64. Тот лучший из браманов, несомненно, тот, кто ежедневно съедает по кусочку плода датри, в полной мере обретает благочестие. We should keep stock of the stuff in our house. Так что у нас должен быть запас дома. You can get it in the Indian shops or whatever. Вы можете приобрести в индийском магазине. You just gotta ask it, where can I get it? Or you can order it online, That shop doesn't have it, you can get it in another shop, Вот вы заходите в магазин, подмигиваете продавцу, говорит, нет ли у вас тут дерево, да, 3 плодов. И если у него нет, то идите в другой магазин и заказывайте онлайн. Dry stuff or the jam, get it. То есть либо сушеные плоды, либо варенье надо раздобыть. 65 стих. Повреждающий дерево датри, прибежище всех глубоков, несомненно причиняет боль телу Господа Хари. So, Shloka 21 mentioned that if you have a tulsi growing outside, you're supposed to protect it. И
В 21 стихе говорилось, что если ваше растение растет в открытом груди, то вы должны его защищать. Sometimes people, householders, have to protect their tulsi from their children in the wandering stage. Иногда семейным людям нужно защищать Тулси Деви от малых детей, которые лазят туда-сюда, повсюду. 3 stages for young children. Итак, у маленьких детей есть 3 стадии взросления. One is called the wandering stage. Первая – это лазательная стадия. They're wandering all over the place, and their mother's got to follow them. Они лазят туда-сюда, могут упасть, и родители должны за ними все время следить. Then the next stage is called the breaking stage. Следующая стадия называется разрушительная стадия. And they turn on everything, open the doors, turn the car on, break anything, you know. Они просто все переворачивают вверх дном, все открывают шкафы, тумбочки, и все там ломают. So one householder's daughter broke that. Но там есть крышка от кастрюль стеклянные, такие толстые. Одна мама сказала, что ребенок разбил ее. And I told her their TV is next. Я сказал этой матери, ну следующий на очереди телевизор. If you don't keep your kid corralled, you know, they have those gates. Stop your kid from going there. Ну вот я говорю, что нужно так какие-то сделать ставни на телевизор, чтобы ребенок до него не добрался. And the next stage is called the curiosity. А следующая стадия называется любопытство. How is it made? Как это сделано? Take everything apart, but I can't put it back together. То есть, они все разбирают, но обратно собрать не могут. So these are 4 stages. These are 3 stages. Таковы 3 стадии взросления. I remember my childhood when one old lady said, "How many brothers and sisters do you have?" И я помню, в детстве одна пожилая женщина спросила меня, сколько у тебя братьев и сестер? When she heard that I was the 7th son of a 6-son father with no sisters, she became white. She says, "You're a poor mother." 7th son of the 6th son. My grandfather had 6 children. All boys. Right. И он говорил, что я сказал, что я 7-й сын из 6 сыновей, что у моего отца только сыновья. И эта женщина сказала, бедная твоя бабушка. We never think of the misery that your mother's going to go through, you know. Она представила себе все страдания, через которые маме пришлось пройти. When you're young, you know, who thinks about that? Когда вы молоды, вы об этом не задумываетесь. 66. Okay, here we go. 66. Датри, обитель всех полубогов, она особенно дорога Господу Кеши. Даже Господь Брахма не способен полностью описать ее качество. Now, Brahma is the wife of Saraswati Devi, the goddess of learning, who is the personifying demigoddess in the body of the Dhatri plant. Saraswati Devi, goddess of knowledge. И дерево Датри – это проявление богини Сарасвати, супруги Господа Брахмы. Now, она также является богиней знания. She is so neat that even Brahma can't talk about her enough. И она настолько замечательна, что даже Брахма в состоянии ее полностью прославить. But even if you don't know fully the glories of somebody, whatever you do know is enough to get you moving. Вот. И даже если вам неизвестна вся слава какого-то человека, но вам может быть известно достаточно для того, чтобы это вас вдохновило. So I quote 2 shlokas from Bhagavatam to describe it. И я привожу 2 шлоки из Бхагавата, чтобы описать. The last shloka. Последняя шлока, 67-я. Тот, кто узнал эту истину о Шримати Тулси Деви и Датри и с преданностью служит им, в полной мере наслаждается материальными достижениями, а в конце, по милости Господа, Хари достигает освобождения.
Knowing means do something. Знать значит делать что-то. If you don't do something, it means you don't know it. Если вы чего-то не делаете, это значит, что вам это неизвестно. You have no faith in it. Либо у вас нет в это веры, You're distracted. или вас что-то отвлекает, You got other things to do. и у вас много других дел. You have no faith in it. Другими словами, у вас нет веры. If you have faith in something, get off your rear and do it. Если у вас в вашем есть вера, значит, что вы начнете что-то делать. It's called Это называется... knowledge is called jnana. Знание называется гьяна. Vijnana means applied knowledge. А вигьяна означает знание, которое вы в состоянии применить в жизни. Unless you're going to apply something, you don't really know it. Если вы не готовы что-то использовать в жизни, это значит, что вы на самом деле этого и не знаете. Don't say anything bad about somebody unless you're ready to walk, 1 kilometer in their shoes. Есть, наверное, такая русская похожая пословица, что не критикуй человека, прежде чем ты, так сказать, не побывал в его школе. Alright, we promised you a few things. Так, мы вам кое-что обещали. Here's our chart. А вот табличка. This is a substantial light chart. Это вот очень существенная таблица разного рода лампочек. Basically, what this is to help you sweat positively. Это может помочь вам как следует заботиться о себе. Sometimes devotees spend money on useless lamps. Иногда преданные тратят деньги на всякие бесполезные лампы. And once you spend money on a useless lamp, you don't want to spend money on a good lamp. И когда уже вы потратили деньги на плохие лампы, у вас уже не остается денег, чтобы купить хорошие. Who loses? Кто проигрышен? Well, she's not losing because she's transcendental. Она ничего не теряет, потому что Тулси трансцендентна. She's transcendental to our stupidity. Она трансцендентна по отношению к нашей глупости. I really like that. Мне это нравится. I used to get angry, but I don't anymore. I used to get angry at people's stupidity, but I don't anymore. Раньше я жутко злился, когда видел людскую глупость, а теперь уже... Now I expect it. I expect it. If it's wrong, it's normal. If it's right, be surprised. Я уже привык к тому, что это норма, и если я встречаю каких-то разумных людей, тогда я удивляюсь. So this is about we're trying to help you perspire properly for. Вот, и сейчас мы просто пытаемся помочь вам правильным образом служить. One devotee said 50% perspiration work for her, and 50% takes shelter with her. Один преданный сказал, что служение Тулси Деви 50% это тяжелого труда для нее, и 50% это принять у нее прибежище. If you're not ready to sweat for her, you'll never know who she is. Если вы не готовы трудиться изо всех сил для нее, тогда вы никогда не поймете, кем она является. Actually, I have another design. У меня есть дизайн. I just got it. Это только что получил. In the mail yesterday. Вчера по электронной почте. The design of how to take care of Tulsi properly in your house, you know. То есть там приведено описание, каким образом можно дома хорошо заботиться о Тулси. Like some people, they have their own for an altar for around, for one Tulsi, you know. И у преданных бывают есть такие алтарики, домики для Тулси, для одной Тулси. So we made a round design. You can put one Tulsi there,
И вот такой круглый домик для тулуса, где можно and one lamp. и с одной лампой. Or if you want compact fluorescent lamp, you can put 3 lamps there. Но если вы хотите флуоресцентную лампу, то дневного цвета можно поставить 3 лампы. So we worked on that. Мы работали над этим. Let's see, it's there. It's not there. Oh my God, damn it. As soon as you do something, this stupid program will go back. Here's light chart. Oh, wait a second. That was the light chart. The other one was, where is it now? Updated over to what's that? Okay. Attaches how to suggest and go gotcha, how to do it, and bring up to give it. Ooh, here we go. Here's one that, and here's the Russian bland. Вот тогда алтарь для Шримати Туласи Деви на 2 языках. Вот берете молоток и стучите. Anyway, we just got this, so it's there. It's fresh. Итак, вот это свеженький дизайн. The idea of it is that if you're going to spend money, do it right the first time. Смысл в том, что если вы уже готовы морально потратить деньги для Туласи Деви, то лучше сделать это правильным образом с первого раза. That's what we're trying to do for you. Именно для этого мы проводим эту работу и знакомим вас с ней. And the idea of it is you go down to any hardware store and get the raw materials and put this together. Смысл в том, что этот дизайн подразумевает, что вы можете отправиться в любой строительный магазин, взять там материалы, везде доступные, и сделать легко и просто этот алтарь. It tells you how to do it. Здесь просто объясняется, как это сделать. And how it's going to look. И как оно в конечном счете должно выглядеть. That's the idea. Вот в этом смысл. And put a lamp. А также не забудьте туда вставить лампочку. This is what they did in Vladivostok. It's really good. В Владикавказе у преданных вот такая лампочка, очень хорошая для Туласи. And it's really good. И она очень хороша для Туласи. Like that. So it's described. There's another one here. The marijuana growers use these lamps. И вот смотрите, здесь еще одна лампа. Марихуану выращивают, используя эти лампы. It's described here how you put the lamp to. И здесь объясняется, как это поместить в алтарь лампу. Not bad. Не совсем неплохо. How do you install it? It's not bad. Как это сделано, совсем неплохо. You should get this stuff locally. То есть, но лампу нужно приобретать там в местном магазинчике. And that's not bad. See the other lamp that we were showing you here. Смотрите, совсем неплохо. И сейчас еще одну лампу покажем. Let's see. What does it say? He didn't put this picture in. I don't think he did. I don't think he put that picture in. Picture is in this one. There it is. Вот эта лампочка. Now, these ones, it put 3 lamps of these. If you're going to use the light emitting diodes here, Если вы используете compact fluorescent lamps. Если вы используете люминесцентную лампу, то нужно 3 таких лампы конечно. So put them in 3s. То есть, one on the side, one on the side, one on the top. То есть с 2 сторон от Туласи и сверху.
5 to 30 centimeters away from the plant. От 5 до 30 сантиметров тулуси. And in the light chart, which we showed you before, И we didn't show the light chart? и вот мы также вам покажем таблицу лампочек. And then the other one, we didn't do the light chart, and I chose that. What is what? Чап. Yeah, this is chart right here. А вот эта таблица, может она не выглядит как таблица, но воспринимайте ее как таблицу. This one here tells you the good, the bad, and the ugly. Do this, do that, and don't do that. Ну вот и тут говорится вот хорошая, плохая и противная. То есть This is good, the bad, and the ugly. делайте так и не делайте так. Хорошо, плохо, ужасно. I like that. And I was telling the devotee who made this chart. Я попросил преданного сделать такую таблицу. There is a saying in English, don't tell me, show me. Как есть в английском пословица, ты мне пальцем покажи. Therefore, I said photos are really important. Поэтому я сказал, что фотографии очень важны. You gotta tell them, don't do that. И чтобы было понятно, что вот That's этого why не we делать. put the stupid lamp, the desk lamp. И показываю, какими лампами не надо. There's so many people use so many stupid lamps, you know. Многие люди используют совершенно неподходящие для этого лампы. Look at this one here, this tube lamp. Вот это, посмотрите, вот эта лампа дневного This is called света. T12s. People use it all the time. 4 foot long, they're called T12s. Useless. И вот постоянно преданные используют это в середине, когда ударная лампа перечеркнута, там стаканчики стоят. Они везде их используют, вот их нельзя никогда использовать. I wouldn't give that to my worst enemy, but just speak of God's wife, you know. Я бы такую лампу не пожелал своему злейшему врагу, что уж говорить о супруге Вишну. I mean, look, she deserves a lot better. Она заслуживает гораздо лучшего. Of course, you know, blind uncle is better than no uncle at all. Конечно, слепой дядя лучше никакого. If you have some lamp, it's better than no lamp at all. Лучше уж такая лампа, чем вообще никакой. But it's better to have a good lamp. Но гораздо лучше дать себе хорошую лампу. Now, what do? Suppose you're doing Namahatta preaching. Просто скажем, вот что, как нужно делать? Скажем, вот вы проповедуете на Махате. You give your lousy lamps to other people and you buy good lamps. Ну вот вы отдаете плохие лампы другим людям, а себе покупаете хорошие. That's the idea. Вот такая вот хорошая идея. Because you got to set a good example. So a good example means you get good lamps and lousy lamps are given out. Ну, смысл в чем? То, что вы должны подавать хороший пример тем, кто смотрит на вас. Поэтому вы должны завести себе хорошую лампу, а плохие спалить. Just like in Vilnius temple, I saw that. Как вот я видел в Вильнюсском храме. I told Dalvin, I said, man, this lamp is trash. I wouldn't give this to my worst enemy. Get rid of it. Я сказал Далгавике, вообще это гадость, а не лампа. Я такие бы не дал своему злейшему врагу. What you got to do is you got to get somebody. What? Would you like to donate a lamp for Tulsi? Я сказал, ну нужно просто кому-то подойти и сказать, а вот не хотели бы вы пожертвовать лампочку для Тулси? You find somebody with money, you know, we can use your money in good things, you know. Найти человека, у которого копеечка водится, сказать, мы можем использовать ваши денежки на благие цели. Just donate the lamp to Tulsi. Put your name on the reflector. Пожертвуйте деньги на лампочку для Тулси, и мы выгравируем ваше имя на плафоне. It's like that, you know. Таким образом. Just like this place, you know, God we trust, others pay cash. Как на банкноте, как есть шутка, на Бога уповаем, остальные платят наличными. Only God gets credit, everybody else pays cash. Доверие только Богу, остальные платят наличными. All right, so I wanted to show this to the devotees. Итак, я хотел показать это. And actually, you know, if you bring me a thumb drive, a USB thumb drive, we'll give you this stuff. Так что, если у вас есть с собой флешка, давайте мне, я вам скину. In English and Russian together, I've got about
1.77 gigs, about 2 gigabytes of stuff. Ну и в целом у меня где-то наберется на пару гигов. Man. 8. What is this in English? То есть это на английском. Hopefully it's got space. I stick this thing in there. Boing! Not enough space, you know? Ну, там часто мне дают флешки, на которых достаточно места, и я попадаю в трудную ситуацию. No viruses too. Также не Mac присылают. is very rare to have viruses. Windows got viruses, you know? Ну, да, на Macintosh еще не написано вирусы. Okay, now we have the time to take some questions before we do curriculum. Итак, вот сейчас будут вопросы до curriculum. Да. Только громко. Спасибо. Я не понимаю. Там были показаны такие лампы со светодиод, из светодиод. Они хорошие или как? LED lamps, we mentioned about it in the chart, you know? Да, они упомянуты в этой таблице, эти светодиоды лампы. They're expensive. Они дорогие. You will make your money back. Вы, конечно, оплатите свои деньги. You'll get your money back eventually. В конечном счете. Meaning, in the electricity you burn and the life of the lamp, you'll make your money back. Конечно, вы сэкономите на электричестве в конечном счете. You don't really tell that to an old dedushka or babushka, you know, they're dying, they don't understand that, you know. But a young householder, oh yeah, they'll understand that. Ну, конечно, дедушка с бабушкой не поймут у вас эту философию, да, но молодежь, да, как бы воспримет. Therefore, we gave a flight chart with everything, because sometimes you can't get it in your country. А поэтому мы в эту таблицу внесли все возможные лампы, потому что что-то вы можете в своей стране раздобыть, там в городе, потом же чего-то не сможете. So we got a design that you can use in your house. Итак, мы представили дизайн для велосипеда, который вы можете использовать у себя дома. And we wanted it so beautiful and so nice that people will want to put their Gornatai deities in it. И мы хотим сделать его настолько красивым и замечательным, чтобы преданные захотели туда также поставить свои божества Шишигуру. So that's what I designed. Это то, к чему я стремился при создании этого дизайна. We have to do curriculum pretty quickly. Yeah, Maria, Ma? Yes? Раньше Махарадж говорил, что Маланья дает ситхи, как бы это не наша цель. Малаки дает ситхи, но это не наш цель. А в чем вопрос? Почему мы так должны быть заинтересованы? Английский микрофон. Subtle perception is our goal. Но на самом деле вот такое вот утонченное восприятие, тонкое восприятие – это наша цель. You know, like Prabhupada was asking in 1975, well, the Pujaris, how was Krishna? И в 1975 году Шилпа спросил у Пуджари, ну как Кришна себя чувствует? And the Pujari goes, oh, what am I supposed to do? А Пуджари говорит, а я-то откуда знаю. You're the Pujari, you should know. Ты же Пуджари, ты должен знать. So the point is this, is that subtle perception is not bad, because, you know, sometimes your deities will talk with you. И поэтому в этом смысле такое тонкое восприятие действительно стало неплохо, и иногда Кришна может обращаться. Everybody needs a friend. Каждому нужен друг. And Krishna says he's the best friend, and he actually does it. Я лучший друг. And when he actually does it, it's really good. И когда он проявляет свое качество, это здорово. He takes care of you, he pacifies you, he encourages you, he pushes you, he does everything like Он that. заботится о вас, вдохновляет вас, подталкивает вас. It's really important. Это важно. So, subtle perception in a devotional way is very good. Поэтому то есть способность к тонкому восприятию в преданном служении – это совсем плохая вещь. There is subtle perception for sense gratification also. Если, можно, конечно, использовать это для удовлетворения чувств также.
Like I said, we only get the slaps we deserve. Как я уже говорил, мы получаем только те пинки, которые If заслуживаем. you're deserving of getting it, you'll get it. Если вы заслуживаете того, чтобы получить, то вы получите. And if, I'm not going to give it to you, then okay, Если Амалаки даст вам это, то нормально. Just like Tulsi Devi gives the four purush arthas, the four benefits of human society. И как Tulsi Devi может дать вам достижение с 3 целей человеческого общества. This is religiosity, economic development, sense gratification, liberation. Религиозность, экономическое процветание, удовлетворение чувств, освобождение. When you're a young householder, you want it all. Когда человек молодому человеку нужно все это. Now when the kids are grown, then you just stop the world, I want to get off. Но когда дети выросли, все, устроили свою жизнь, тогда остановите мир, я хочу выйти. And you have to set that example for your children and grandchildren, vairagya, detachment. А также вы хотели подать пример своим детям и внукам, пример вайраги, отреченности. And Tulsi can give you that too. И Tulsi может вам это дать тоже. She can give you all five and everything else. Она может дать вам все эти 4-5 вещей, и все другое тоже. I have a Sanskrit to prove it all. У меня есть этому доказательство на санскрите. Before we had a hunch when we were a child, now I got fact. Вот, когда я еще был подростком, у меня были как бы догадки на этот счет, но сейчас у меня есть твердые доказательства. And over the years, it'll probably get more and more. И я так подозреваю, что с годами у меня будет таких доказательств все больше и больше. As research goes on and on. По мере продвижения в исследовании этого вопроса. We gotta hurry. Так, нужно торопиться. We gotta hurry. What is the qualification of a devotee who wants to plant a tulsi? Because, for example, my senior devotees tell me that first I should get to work with my sadhana and so on, and only then plant tulsi. Какова квалификация для того, чтобы человек мог выращивать Тулси Деви, потому что мои старшие преданные сказали, что я должен сначала, чтобы моя садхана стала нормальной и прочие какие-то такие требования. Prabhupada said in 1976 the Brahmanas should worship him. В 1976 году Шилпад сказал, что Тулси Деви должны поклоняться Брахману. Basically, that means anybody. А это значит, что каждый. Because she'll make them remember. Потому что Тулси Деви даст любому, кто ей поклоняется, гармонические качества. I quoted from 1 to 18 through 22. Я уже цитировал Шримад-Бхагаватам 1.2 стихи с 18 по 22. Krishna does that. Кришна это делает. She does it faster than him. Тулси делает еще быстрее, чем Кришна это делает. And therefore, he keeps her on his head. Поэтому Кришна помещает Тулси себе на голову. Now, one devotee who did the light chart here. И вот неверный, который делает таблицу, when he walked in the door of the temple for the first time, he was immediately attracted to Tulsi. когда он первый раз пришел в храм, Тулси Деви сразу привлекла. Just like I was when I was a kid. То же самое случилось со мной, когда я был ребенком. You know, you're 17 years old, you walk through the temple for the door for the first time. Oh, look at it. И когда я первый раз пришел в храм в 17 лет, увидел Тулси, о, здорово. And she grabbed me. И она меня приняла. The temple president said, "What's this kid good for?" И президент храма спросил, а он вообще что умеет делать, этот парень? And I said, I was a gardener. А я сказал, я был садовником. But in January, you're not going to do much of that. Но в январе особо-то в саду не поработаешь. You know, when you got, this much snow on the ground, you know. Когда по колено снегу. So he turned to the Tulsi Pujari and said, "Can you engage this boy?" И он тогда обратился к Тулси Пуджари и спросил, сможешь его занять? Oh yeah, he engaged me. О, да, он меня занял. And not only that, I didn't have much money in my pocket either. As a 15-year-old kid, 16-year-old kid,
doesn't have much money in his pocket. Но, кроме того, у меня никогда не было денег, насколько может быть денег 15-17-летнего подростка. But that's okay, she stole it anyway, Но это неплохо, потому что все равно бы она их у меня увела. And she opened doors that I probably wouldn't done by my karma. И она открыла мне такие двери, которые предо мной не открылись просто по силу моей кармы. So I'm 56 years old now. И теперь мне уже 56. She did so much for me, and now it's time to pay her back. И она столько для меня сделала, что пришло время оплатить ей взаимностью. And she started to show her sweetness now. И она мне сейчас стала открывать свою And I don't think приятную. anybody's found what I found in the last 200 years. И я всю жизнь не знал того, что для меня открылось за последние пару лет. And it's just the beginning. И это всего лишь начало. So, therefore, you should encourage people to love Tulsi. Поэтому вы должны вдохновлять людей любить Тулси. You give Tulsi plants only to strong devotees. Растение Тулси вы можете давать только устойчивым, сильным преданным. But Prabhupada said you can give seeds to anybody. Но что Павел сказал, что семена Тулси вы можете давать кому угодно. The quality is eagerness to do it. Единственное качество, которое необходимо, это желание делать это. I mentioned a story from Nizhny Novgorod. Я уже упоминал историю, произошедшую в Нижнем Новгороде. I have to see that girl. I haven't seen that girl. И я хотел бы снова поговорить с этой девушкой. The problem is I didn't get her name, and now the temple president assistant doesn't know who she is. Ну вот, и я, к сожалению, не помню, как ее зовут, а президент храма говорит, что он не знает, о ком идет речь. I'm hoping that I will meet her again. Но надеюсь, что я ее все-таки встречу снова. Just simply by serving Tulsi Devi, nobody preached to her. In 2 weeks flat, she became a devotee. И никто ей не проповедовал, она просто служила Тулси Деви и за 2 недели стала преданной. You're worried about your relatives? Вы беспокоитесь о своих родственниках? Give them Tulsi necklaces. Дайте им конфималу, Give them seeds. дайте им семена Teach Тулси. them how to do it. Да, научите, как выращивать Тулси. You don't have to worry. They're eating meat, they're drunkards, it doesn't matter. И пусть вас не беспокоит, что они едят мясо и пьют водку Doesn't matter. или что-то другое. She'll fix that. Тулси заботится об этом. That's what the Sanskrit says. И об этом говорит санскрит. And practical applications, she does it. А также наблюдение жизни, что она с этим справляется. We got to do program. И теперь нам нужно взять парикраму. Кто будет поставить Рождество в центр, кто будет петь киртан. Понятно. We're packing up. We're doing program. Take the